Бюджет Гагаузии с начала 2011 года был секвестирован, то есть сокращен на 17 миллионов леев. Из каждой примарии было урезано по 7% от годового бюджета. На экстренном заседании Народного собрания обсуждался вопрос о распределении поступивших из республиканского бюджета трансфертов в размере 6 миллионов 200 тысяч леев. Между депутатами Народного собрания возник спор, кому распределить эти деньги – футбольной команде Гагаузии, газете «Вести Гагаузии» или покрыть долги по заработным платам бюджетников. Судакова снять часть и направить в коллектив вести. Мы не можем ломать. Можно ломать. Мы не говорим о сумме, мы можем снять. Если ломать сумму, может, пойдем навстречу самим себе и Вестям Гагаузии из 465 90 и не будем говорить, как делать эту сумму. Вестям Гагаузии, таким образом мы коллектив, целый коллектив газеты не оставим без средств существования на Новый год. Прошу поставить этот проект закона на голосование без дополнениями Илья Павловича по текущему и больше предложений не учитывать, потому что ломается эту работу Михаил Ильич делал вчерашний целый день. Если любое изменение в этот закон, кроме этого, это значит отказ от принятия этого закона. Согласительная комиссия пришла к выводу, что в первую очередь необходимо попытаться погасить долг заработной платы госучреждений в размере 2 миллиона 298 тысяч леев. Основной упор на то, чтобы выплатить заработную плату, насколько это возможно будет в этом году учителям в бюджетной сфере определенных примарий, они были включены. Но я думаю, что сегодня 80% долгов по заработной плате мы попытаемся решить. Мы наше постановление уточнили, то есть конкретизировали, каким населенным пунктам сколько средств. И я думаю, что исполнительный комитет это должен обязательно выполнить, чтобы люди не остались без заработной платы, без зарплаты накануне. Практически единогласно депутатами было принято решение поддержать законопроект о внесении и дополнении в бюджет 2011 года. Присутствующий на заседании председатель Ассоциации примаров Гагаузии отметил, что данное решение поможет разрешить ряд проблем, которые стояли перед примарами. Я думаю, что к этому должны были прийти депутаты еще 23 числа. Мы предлагали, часть примару предлагали вывести из той суммы 6,2 миллиона, вывести в отдельную строку заработная плата бюджетникам и обсуждать его вместе. Потому что данная статья, она не предполагала каких-то противоречий между двумя ветвями власти. Также на Народном собрании было объявлено, что оставшиеся финансовые средства, которые не успеют распределить до конца этого года, будут распределены между остальными примариями в следующем году.